Компания «Прометей» дала официальный ответ на телесюжет, вышедший в эфире нашего телеканала. Вопрос касается жителей дома по улице Автодорожная, 11/4 в Якутске. Народ недоволен тем, что их отрезали цельным большим забором от всех социальных объектов, включая детсад, почту и продуктовые магазины. Людям приходится идти в обход по широкому кругу, тратя на путь в 10 раз больше времени. В теме разбирался наш корреспондент Юрий Осипов. Нас отрезали от внешнего мира, возмущаются жители Автодорожной 11/4. Застройщик соседнего квартала, компания «Прометей», возвела вокруг новостройки высокий железный забор. Людей лишили нормального прохода к социальным объектам. По другую сторону остались детский сад, отделение почты, автобусная остановка и магазин. Жителям приходится делать огромный крюк, тратят драгоценное время. Прохода не будет, ответ компании-подрядчика однозначен. Путь откроют после завершения стройки на соседнем участке. Еще один камень преткновения – газовая труба вдоль забора. Труба наружного газопровода высокого давления проходит вдоль всего этого железного забора. И там, где он обрывается бетонным забором, он продолжается дальше. Официальный ответ компании «Прометей» мы показали жителям перекрытого дома. Очередная отписка, уверены люди. В принципе, тут можно разместить калитку, подвинуть, получается, бетонные блоки или как-то придумать иной способ обойти эту газовую трубу. Просто это такой ответ, как бы юридическая уловка, просто кинуть пыль в глаза. До этого нам разные причины называли, почему нельзя открыть. Они говорили, что это небезопасно, мол, типа там огорожена территория, люди в «Прометей» покупали ради того, чтобы жить в огороженном квартале, типа с камерами, с пропускным режимом. Но это, мне кажется, абсурд. Вопрос прохода для жителей Автодорожной становится все острее. Многодетная мама Александра в ужасе. Мне каждое утро приходится вставать в 7 утра, собирать всех 3 детей, которые даже вот маленькие, 2 годика, 10 месяцев, которые не ходят в детский сад. Собираемся, выходим в машину, садимся и едем, вот делаем большой круг. Приходится оставлять сына, пока дети у меня маленькие сидят в машине, и обратно ехать домой. Скоро уже, как бы в октябре, машина все-таки мы, как все многие люди, да, в Якутске, замораживаем и остаемся без транспортного средства. И как мы будем ходить в этом году, я понятия не имею. С вопросом о возможности прохода через газопровод мы обратились к специалистам Сахатранснефтегаза. Результаты станут известны завтра. Совпадут ли с ответом застройщика? Юрий Осипов, Джулустан Иннокентьев, Владимир Павлов, Якутск.